Да, я победил в Госдуму на выборах 93-го года. Вот мы сейчас едем по моему участку. Я причем победил не просто так, а я победил центр города Москвы. Кремль, Белый дом, это все была моя территория депутатская. Причем без поддержки, даже с противодействием мэра Лужкова. Я выиграл эти выборы и кампанию вел из Лондона. И лондонские газеты писали «Made in UK», когда я стал депутатом. Вот. В общем, это было интересно, время было удивительное. После расстрела парламента стреляли вот отсюда, с этой точки как раз по Белому дому. Это мост исторический, мы сейчас проезжаем. Вот. Так что это был 93-й год. Вот я вернулся в такую страну, как я вам описал, да. Людей брали в рабство и пытались брать ваши структуры, и все они так или иначе принадлежали, уже были разложены. А я вот начинал, мне приходилось искать новый бизнес. Я в то время начал новую игру, русское лото, которая до сегодняшнего дня, вот сегодня показывали уже 678 тираж, да, каждую неделю. То есть 678 недель оно в эфире. Это 15 лет каждый день. Вот я начал такой бизнес, это лото, став депутатом. Ну и себе в партнеры взял чеченскую диаспору. Потому что с чеченцами бандиты очень боялись связываться в то время. Чисто просто по их национальной, по их национальному поведению. Чеченцы вели себя неправильно с точки зрения воров в законе, например. Воры и всякие такие криминальные элементы российские, они все-таки устраивали встречи, сходки, да, на которых обсуждали, кто прав, кто виноват, кто на что претендует, кто кому что обещал, да. А чеченцы на эти сходки приезжали и сразу стреляли. И поэтому с ними не хотели связываться, с ними говорить было невозможно. А вот. вам приходилось сталкиваться с вором в законе? Много раз, да, несколько раз у меня в жизни были, потому что их нанимали разные люди, которые хотели меня достать. Они обычно, как это делалось, ну, говорили, что якобы я задолжал. И приезжали воры в законе выбивать из меня долги. Ну, а на самом деле это был предлог, конечно, потому что ни у кого я никогда не брал в долг деньги. И вообще в моей жизни не было такого периода, чтобы я был должен и не вернул. Поэтому для меня это все было дико. И меня отбивали чеченцы. Чеченцы, конечно, в то время выступали вообще вне авторитетов. В принципе, это был период, когда чеченцы владели криминальным миром. Все-таки здесь были местные группировки, как известные там Солнцевская, Измайловская и все прочее, но все-таки криминальный мир был под чеченцами, потому что они реально стреляли, убивали. Убивали одинаковое количество бизнесменов, банкиров и воров в законе, криминальных авторитетов.